Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен бірге қайтадан ұлт қазынасы жобасы. Біз талантты жастар іздеумен әлі күнге дейін ауыл аралап жүрміз. Бүгінгі келген ауылымыз Шет ауданы Сәкен Сейфуллин кенті. Ендеше не істеп тұрмыз? Кеттік. Жалпы ұлт қазынасы жобасы туралы естуіңіз бар ма, білесіз бе жалпы? Не так сильно. Ну, что знаете, можете говорить. Сложный русский. Что знаете? Проект «Ұлт қазынасы». Что ты знаешь об этом проекте? Я, честно, не слышал про этот проект. Не слышал, да? Это проект, который помогает сельской молодежи. Ага. Наш президент недавно сказал, что в Казахстане откроется Министерство искусственного интеллекта. Как ты на это смотришь? Ну, я смотрю на это позитивно, так как... Надо ли вообще? Да, надо, так как развитие искусственного интеллекта это очень полезно, так как это будущее. А чем ты сам вообще занимаешься? Я сам занимаюсь волейболом, также занимаюсь футболом тоже. А ты будешь участвовать в этом проекте? Хочешь, да? Да, хочу. Да, удачи тебе. Спасибо. Вот так сделай. Все. Ваше имя? Я забыл спросить. Мое имя Анаят. Анаят. Очень красивое имя. Меня Айват зовут. Очень красивое имя. Спасибо. Все, продолжаем. Ваше имя? Мое имя Кашанова Лейла. Меня зовут Лейла. Ага. Это Джахкалит про вас песню еще Наверное. выпустил. Да, конечно. Это поздно перевод сделал. Проект «Ұлт қазынасы», поняли, о чем проект? Суть Да, проекта. я поняла. Сейчас вот ментор приедет к вам на встречу. Готовы ли вы вообще встретить его? Конечно, готова. Следите ли вы экономикой другой страны? Конечно. Вот в Аргентине вчера Да. вот президент говорил то, что Аргентина должен дамыған елу елдің қатарына кіру керек деді Аргентина. Неге кіремей келе жатыр? Почему вы думаете? Лучше международные отношенияларды дұрыстап ұстау керек. Также экономиканы шынымен де қолға алып дамыту керек деп ойлаймын. Сосын ана Бразилия елінде түкіргенге штраф салып жатыр дейді. Соған көзқарасыңыз. Это неуважение к своей родине. Негізі штраф салу керек, дұрыс. Көшеде түкіргендерге штраф салу керек. Бразилияда. Именно, да? Бразилия, да? Ну, там есть и посерьезнее Проблемы. дела, да. Поэтому не важно. А вот Колумбияда не бар еді. Колумбияны білесіз ғой? Конечно. Вот Колумбияда министрлар айтты, искусственный интеллекттің министерствосын ашу керек деді. Керек па Колумбияға искусственный интеллект министрлігі? Негізінде искусственный интеллект бұл қазіргі заманда өте дамыған құрал. Ну, наверное, да. А вот Гондурас мемлекетінде, который вот сол континентте орналасқан, барлығы митингқа шығуға асығып жатыр. Соған көзқарасыңыз. Митингқа? Ну, это народ. Митинг всегда болады, егер народ правительствомен согласпай қалса, мненияларысымен. Новый сөз согласпай қалса. Ну, жазылыңыздар біздің курсқа, новый сөз шығарып береміз. Согласпай қалса. Қалай еді? Когда народ не соглашается с мнением своего правительства.
И, конечно, митингтер болады, бірақ мен митингқа шықпаушы едім. А вот Қазақстанда бәрі күшті, да? Да, Қазақстанда бәрі идея. конечно. Оған сөз жоқ. Жоқ. Оған келісесіз. Иә. Жақсы, интервьюіңізге рахмет. Былай істейміз. Құрметті достар, қазіргі заманның, яғни оқушылардың дерті, ол өзіне сала немесе қайда оқуға түсем дейтін сұрақ. Сол дертті емдеуге келген медицина саласының баспасында жүрген ментор Аманжол мырза кездесу өткізіп шықтық міне. Жалпы кездесу көңіліңізден шықты ма? Как прошла встреча вообще? Встреча в целом прошла очень насыщенно, интересно. Сегодня провели такую профориентацию, рассказали о проекте Улутказына, что действительно мы поддерживаем сельскую молодежь. Я сам в сельской местности. Сегодня было около 50 школьников, это были 9, 10, 11 классы. И мы говорили о проекте и какие возможности вообще проект дает. Рассказали, было очень много вопросов, на которых я отвечал на эти вопросы. Поэтому я очень положительно. Ожидали вы такой встречи? Я не ожидал, что столько прям будет, что прям заинтересованность будет. Ожидание реальность, но в приятную сторону. Да, ну в приятную сторону, да. Следующий вопрос, вот жана 9, 10, 11 сынып балалар жиналды. Сол жиналған балалардың ішінен жобаға өзіңізге таңдап алам дейтін бала көре алдыңыз ба? Да, среди детей было около 6 человек, которые заинтересовались, которые выбрали медицину. Среди них кто-то хочет быть стоматологом, кто-то хочет быть хирургом, кто-то хочет быть педиатром. Мы обменялись контактными номерами, я номера взял, и позже мы хотим уже с ними отдельно переговорить. Около 6. Около 6, да. Трудно будет выбрать. Да, и среди них уже хочу таких прям активного, который ставит перед собой цели, и я буду помогать как ментор ему реализовать эти цели. Поэтому среди вот этого 6-7 детей этой школы я вот хочу выбрать себе, ну, действительно достойного, которому это действительно надо. Вот вы, допустим, выбрали уже. Какие планы у вас в дальнейшем? Мы, допустим, выбрали, мы сейчас ставим перед собой планы, это обучающие мотивационные уроки, которые мы будем проводить. Допустим, я буду говорить о своем пути и как я это преодолел. Ну, сейчас тенденция меняется, да, то есть время не стоит на месте. И плюс я хочу этих детей, которые, допустим, я буду их ментором, я буду уже на базе своей клиники показывать, работу вообще врачевания в целом, как с пациентами надо разговаривать, как вообще пациента принимать, чтобы они уже со школьной скамьи понимали, насколько это действительно ответственность, чтобы он понял, а точно он хочет быть врачом или нет. Хочу показать медицинский университет нашей Караганды, да, которому действительно в этом году ему было 75 лет, это я сам в этом алма-матере учился. Хочу показать стены университета, как процесс обучения происходит, как вообще готовят кадры наш медицинский университет, через что проходят врачи, чтобы сегодня стоять, да, в белом халате. В общем, медицина саласының ішкі кухнясын. Да. Тогда вам удачи в дальнейшем. Рахмет. Спасибо. Мінекей, құрметті көрермендер, біздер Сәкен Сейфуллин кентіндегі түсірілімді аяқтадық. Сәкен Сейфуллин кентінің жастары өзінің креативімен және таланттарымен таңғалдырды. Осы ауылдың жастарына біз барынша сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.